Бисмиллах, алхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Итак, мы с вами уже несколько уроков начали тему сердец, да, что такое чистое, праведное и непорочное сердце. И впереди стоит одна очень важная тема, это виды сердец. То есть, какие бывают сердца, и как Аллах Тааля или его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, описывают нам эти сердца. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он очень часто делал дуа, где говорится, «Я мутhabбит аль-кулуб, тhabбит кулубана аля диник». О тот, который утверждает, или же успокаивает, упрочняет сердца, утверди наше сердце на твоей вере, на твоей религии. И в другом хадисе, да, и такой же примерно дуа, только немножко с другим смыслом. Аллахумма мукаллибаль кулуб. Это дуа пророка, да, саллаллаху алейхи вассалям. О Аллах, ты изменяешь, переворачиваешь сердца. Так укрепи же мое сердце на твоей вере. И вот эти вот слова, утверди наши сердца, укрепи мое сердце, ты, переворачивающий сердца, это означает, уважаемые братья, что сердца людей, сынов Адама, они изменяются. И наше положение, наше состояние, оно не одинаковое. И иногда человек чувствует какой-то подъем, какое-то воодушевление, какое-то стремление, чувствует увеличение своей богобоязненности, тахва. А иногда бывает и так, что у человека спад. Если он вчера стыдился, отстранялся или же защищал самого себя от каких-либо грехов, сегодня он на это смотрит нормально, толерантно, без какого-либо для себя изменения, без какого-либо страха. И вот это вот отражает суть наших сердец, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллахумма мукаллибаль кулуб. О Аллах, ты переворачивающий сердца. И вот это вот само слово кальб, оно созвучно, или же каляба яклибу, как сказать, является однородным словом от слова переворачивать. То есть даже само сердце в арабском языке, оно означает то, что оно может изменяться. И Аллах Тааля по его мудрости, по его знанию, он может делать так, что сердце этого человека будет запечатано, а сердце другого будет открыто. И поэтому это под силу лишь Всевышнему Аллаху, чтобы Аллах Тааля укрепил нашу веру. Чтобы Аллах Тааля укрепил наши сердца на его вере. И поэтому вот эти вот дуа, «Я мутhabбит аль-кулуб, тhabбит кулубана аля диник», о укрепляющий сердца, укрепи наши сердца на твоей вере. Аллахумма мукаллибаль кулуб, о Аллах, ты переворачивающий сердца, так укрепи же мое сердце на твоей вере. И вот это вот указывает нам, что нужно быть осторожным и стремиться к тому, чтобы сердце твое не менялось. А ведь оно очень легко может скатиться вниз, как и вся богобоязненность верующего. И в хадисе сказано о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышали это дуа сподвижники, сказали, о посланник Аллаха, неужели, говорит, сердца переворачиваются? Неужели, говорит, они изменяют свое положение? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, конечно, да, и каждый из создания Всевышнего Аллаха, из числа сыновей Адама, у каждого из них сердца будут находиться в подвешенном состоянии, как сказал посланник Аллаха, «Бейна усба'айни мин асаби Аллах». И если Аллах пожелает, то Он направит на истину, укрепит это сердце, а если Аллах пожелает, то это сердце будет в заблуждении и отдалится. И мы просим у Аллаха, нашего Господа, чтобы Он не заблуждал наши сердца после того, как Он их вывел на прямой путь. И мы просим у Аллаха, чтобы Аллах даровал нам от себя милосердие. Поистине Он дарующий. И вот эти вот хадисы указывают нам на то, уважаемые братья, что сердца могут меняться. И сердца могут очень быстро, да, как сказать, менять свое положение. И это напоминание всем нам. Иногда, как сказать, верующий настолько бывает
пребывать в самолюбовании, настолько высокого мнения о себе. Машалла, я и в мечеть пришел, машалла, я сейчас буду Рамазан, уразуду буду держать, машалла, я то буду, я это буду, да? И как будто бы, все благо он приписывает к себе. То, что моя вера, моя богобоязненность, это по причине меня самого, это я. И это на самом деле, это маленькие зачатки высокомерия. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которому даже были прощены его предыдущие грехи и будущие грехи, которого Аллах Тааля защищал от любых ошибок, от любых заблуждений, даже он говорил: Аллахумма мукаллибаль кулуб, о Аллах, переворачивай сердца, укрепи мое сердце на твоей вере. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегал нас, чтобы мы всегда обращались ко Всевышнему Аллаху и чувствовали свою нужду во Всевышнем во всех делах. И никогда не опирались на самих себя. И в одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: сердце сына Адама, оно, говорит, изменяется, переворачивается быстрее, чем то, что кипит в кастрюле. Когда только закипело, вы туда закинули еду, да, там мясо, там еще что-нибудь, да, когда вот все это кипит, оно постоянно так булькает и переворачивается, я не знаю, там в секунду один раз, может быть, там, да, в полсекунды один раз. Все это быстро происходит и переворачивается. И сердце верующего, сердце человека, сердце создания Всевышнего Аллаха точно так же может меняться. Ну и последний хадис, а затем перейдем уже к конкретным описаниям. Посланник Аллаха сказал: поистине это сердце верующего, кальб, он, говорит, подобен пушинке или пуху, перья, да, которое летает в пустыне земли. И ветер, говорит, как хочет, так его изменяет. Положил его, говорит, вот так, поднимет, задует, положит его вот так, говорит, да. И поэтому, если верующий не будет предпринимать каких-либо шагов, если он не будет стараться защищаться от козней шайтана, если он не будет бороться со своим нафсом, то, конечно же, шайтан будет им манипулировать, будет играть так, как хочет. И в жизни, что бы ни произошло, он всегда будет находить в себе что-то легкое, что-то простое, которое близко к его хава, близко к его нафсу, к его страстям. И он будет всегда стараться искать ходы-выходы. Он не будет стремиться к тому, действительно ли это, правильно ли это, соответствует ли это шариату, соответствует ли это истине, о которой нам говорят ученые. И поэтому иногда удивляешься, субханаллах, бывают люди, с которыми разговариваешь, что бы ты ему ни сказал, барбар кирснейте. Что бы ты ему аят привел, хадис привел, слово какого-нибудь ученого привел, да, он все равно это подвернет под себя. И, как сказать, выведет это так, что я прав. И, к сожалению, да, даже бывают такие братья, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, что с кем не бывает, да, финансовые вопросы, семейные какие-то вопросы, там, да, столкновения там и так далее, он сразу же говорит, то есть, Хазрат, у нас, говорит, произошел конфликт с таким-то человеком, с таким-то братом, с женой, там, или там, я не знаю, там, с друзьями там, и так далее, помогите, пожалуйста, разрешить. Но, что бы вы, говорит, не сказали, я знаю, я прав, говорит. Что бы вы там не решили, что бы там вы не рассказали нам, я, говорит, знаю, я прав. И мне тогда такой резонный вопрос появляется, а ты зачем тогда пришел, если ты прав вообще, да? Зачем ты вообще тогда обратился? И поэтому вот это вот я прав, я знаю, как нужно делать и так далее, это может сыграть очень злую шутку с человеком. И, субханаллах, в этом мире, альхамдулилля, у каждого из нас есть свобода выбора, все мы еще живые, и что хотим делать, то и совершаем, в этом мире есть свобода, но в ахирате свободы не будет. И может быть так, что человек, полагаясь на свои страсти, прожил, как та самая стрекоза, да, все свое лето пропела, пролетала там и так далее, а потом будет разочарование, очень большое разочарование. И поэтому необходимо защищать от искривлений, от исправлений, от того, чтобы твое сердце портилось. И Аллах Тааля, когда в Коране описывает нам сердца, он вот это вот состояние заблуждения, закрытости, запечатанности приводит многими аятами. Он описывает запечатанность сердец, закрытость глаз, то, что в ушах будут глухота и так далее. То есть приводит слова,
приводит описания, которые выражают состояние этого человека. Аллах Тааля в суре Аль-Хадж, в 46-м аяте сказал: «Фаиннаха ла та'маль абсар, валякин та'маль кулубу лати фиссудур». И на самом деле, Всевышний Аллах сказал, на самом деле, это, говорит, не зрение, говорит, становится слепым у человека, а слепым становятся сердца, которые у него в груди. И вот подобные аяты, где Аллах Тааля говорит, что истинная слепота, это когда человек своим сердцем не видит, это вот, как сказать, показывает нам самую настоящую слепоту. Ведь, не дай Аллах, но в жизни так бывает, что некоторые люди с рождения, они потеряли дар видения. Или же по причине какого-либо происшествия, или по причине старости становятся слепыми. Однако эти люди, разум этих людей иногда бывает настолько чистым, настолько кристальным, что он даже намного впереди и намного, как сказать, является более человечным, более верующим и более правдивым, более праведным, чем тот, у кого орлиный глаз. И среди сподвижников были такие, который был слепым, Абдуллах ибн Умми Мактум, сподвижник, который был слепым. Именно про него сура Абаса нахмурился, когда он пришел к пророку, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был занят другим человеком, одним многобожником, одним вельможей, богачом, да, и пришел Абдулла, слепой, да, посланник Аллаха нахмурился ему, да, ты меня отвлекаешь сейчас, да, я занят более важными делами. Абдулла, он же был слепым, он это не понял, он это не узнал, но Аллах Тааля его порицал. И целая сура нам гласит о том, что Всевышний Аллах порицает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно того, что он нахмурился. И поэтому этот сподвижник впоследствии был муаззином. И на утренний намаз, и в том числе и в Рамазане, он давал азан. Но он, естественно, солнце уж не сам видел, да, как бы светание. Ему говорили то, что вот начался рассвет, и он говорил азан. Были Абдуллах ибн Аббас, толкователь Корана, который свою жизнь был зрячим, и под конец жизни он потерял зрение, стал слепым. Однако давал фетву абсолютно всем, кто к нему обращался. И были иные сподвижники, были ученые, которые, несмотря на свою слепоту, обладали кристальным чистым разумом и открытым сердцем. И это им никак не мешало. И поэтому Аллах Тааля сказал нам, что истинная слепота – это когда сердце не видит, когда сердце закрыто. И, субханаллах, когда вот читаешь сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда читаешь, вот, допустим, какие-либо истории из жизни ученых, и наш современный мир, он показывает нам, что если Аллах Тааля сделал так, что этот человек, который перед тобой, да, он не понимает, он не видит, он не слышит, и какие бы ты ему доводы ни говорил, что есть Аллах, есть Создатель, есть тот, кто управляет всеми нами, есть тот, который защищает от нас от различных бед, есть наш Господь, да, что бы ты ему ни принес, он всегда это будет, как сказать, там, это, да, всевозможные отговорки находить. И вспомните, когда курайшиты сказали: о, Мухаммад, покажи, говорит, нам знамение. Он говорит: какое знамение хотите? Раскали, говорит, эту луну. Вот прямо перед нами полная луна, сделай так, чтобы она разделилась надвое. Посланник Аллаха сделал дуа, Аллах Тааля принял дуа, ответил и расколол луну. Это им помогло? Нет, их сердца были запечатаны. Они что сказали? Ты, говорит, колдун, околдовал нас. И поэтому подобных примеров много, что если Аллах Тааля удержит какого-либо свое создание от веры, от истины, ты ему миллион доводов принеси, ты ему миллион раз сделай уагаз, поговори с ним на чистоту, душа в душу, да, он не примет этого. Почему? Потому что глухота сердец, потому что слепота сердец. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот является указанием на то, что эта слепота, она человеку смертельна. Почему? Потому что в ахирате это для него обернется очень большой бедой. И в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, подобные слова, они часто упоминаются, когда пророк подразумевает именно важную часть. То есть он не говорит обо всем, но он говорит именно о важной части. Например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инналь мау миналь ма». Гусль берут, когда, говорит, выходит семя. Но мы все с вами должны знать, что гусль становится обязательным тогда, когда только случилось проникновение. С этого момента уже фарз гусль брать и мужчине, и женщине. Но
в большинстве случаев это случается уже после того, как вышло семя. Посланник Аллаха говорил: «Иннамар риба фин насиа». Поистине самая риба – это когда случается в отсрочке. Однако мы с вами знаем, то, что риба есть, бывает и в отсрочке, когда удлиняют срок, да, но есть риба еще и в разности величий. Риба аль-фадль, риба остатка, когда грамм золота обменивают на больший объем, больший вес. И также посланник Аллаха говорил: «Лейса шадиду биссура». Силен не тот, который силен в борьбе, но сильный это тот, который держит себя во время гнева. И это не говорит о том, что теперь тот, кто борется, это как бы не борьба, это просто какой-то спорт, там, разминка там, и так далее. Нет, но важная самая борьба, с чем ты должен иметь. Ты, может быть, и на борьбу, на вольную борьбу, татарский куреш там, и так далее, можешь и не ходить. Но для тебя, и для меня, и для всех нас самая главная борьба – это удержать себя от злости, когда случаются какие-либо моменты. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда дает акцент. То есть, вот это вот главное. Но это не означает, что помимо этого, что больше нету ни глухоты, ни слепоты, ни борьбы, там, допустим, ни риба и так далее. Есть и другие. И последний хадис, о котором я сейчас скажу, и если есть время, перейдем дальше. Посланник Аллаха сказал: мискин, нуждающийся, это не тот, которому хватит, говорит, кусочка еды или 2 кусочка еды. 1 финика или 2 финика. Но мискин это тот, которому не хватает покрыть его потребности, его расходы, и он при этом не подает виду, и люди ему не дают садака. То есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что самый настоящий, нуждающийся, это тот, который не подает виду. Но про него знают, то, что он нуждается, потребности есть, да, но он не выдает самого себя. Он не ходит, там, не намекает, там, или хихи, ха-ха, там, и так далее, там, или там, с просьбой, там, еще что-нибудь, там, с протянутой рукой. Такие нуждающиеся тоже могут быть. Но самый главный нуждающийся, это вот этот вот. Да? Как Аллах Тааля про них говорит: «Яхсабахумуль джахилу». Ну, перевод аята такой, да, что не знающий этого человека, человек, да, он будет считать его богатым из-за того, что тот, он остерегается, защищает самого себя от попрошайничества, от вопросов, от каких-либо просьб. И поэтому, уважаемые братья, вот подобные обороты Аллах Тааля использует в своей книге, когда делает акцент на самую важную вещь. Самая настоящая слепота, слепота сердец. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также делает акцент в своих хадисах на важный самый смысл. И при этом он не говорит, что больше нету ни борьбы, больше нету там риба там, и так далее. Нет, он не ограничивает, но он делает акцент. И еще одно значение, и на этом остановимся, это когда на сердца закрыты, сердца подобны клеткам. Аллах Тааля в суре Мухаммад в 24-м аяте сказал: «Ам аля кулюбин акфалюха». Или же, говорит, у них, которые отказываются от истины, которые отдаляются от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, может быть, говорит, у них тогда на сердцах клетки. То есть, когда мы представляем перед собой клетку, человек не может ни войти, не может выйти. То есть, все, это преграда полная к чему-либо проникновению или к выходу. И Аллах Тааля этим аятом говорит нам, что бывают сердца подобны клеткам. Туда ничто из света Всевышнего не войдет, не может войти. Почему? Потому что сердце такое. Потому что сердце запечатано, потому что сердце в клетке. И поэтому пусть Аллах Тааля сохранит нас, пусть Аллах Тааля очистит наши сердца, пусть Аллах Тааля уберет слепоту из наших сердец, пусть Аллах Тааля уберет из наших сердец эти клетки, и пусть сделают наши сердца открытыми, искренними Всевышнему Аллаху. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.